Несколько лет назад подогретые провокационными лозунгами ливийцы растерзали своего лидера Муаммара Каддафи. Переворот свершился под всеобщее ликование. Казалось бы, добились чего хотели. Вот-вот должно начаться радостное и безбедное существование. Неужели зря пускали в свою страну иностранцев и разрешали им ее бомбить? Неужели зря принесли столько человеческих жертв? Ведь влиятельные американские политики хором говорили, что Ливии нужна демократия, которая приведет ее народ к светлому будущему. Им обещали, что Ливия будет купаться в лучах благоденствия и процветания, а на деле люди живут там в состоянии непрекращающейся гражданской войны. Словом, все познается в сравнении. Для начала необходимо вспомнить то, что дал ливийцам режим Каддафи. В первую очередь бесплатное образование и медицину. Когда молодые специалисты проходили стажировку за рубежом за счет государства, средняя зарплата начиналась с $1000, а пособие по безработице составляло порядка $700-800. За рождение ребенка семья получала от государства приличную сумму на покупку квартиры или улучшение жилищных условий, при том, что жилищные кредиты были беспроцентными, а риэлторские услуги объявлены вне закона. А сейчас в Ливии царит резкое ухудшение уровня жизни и бешеная инфляция. Экономика некогда самой богатой страны региона сегодня полностью разрушена. Ливийцы потеряли себя. Экстремизмом можно назвать то же самое, если в интернете мы в комментариях напишем какие-то нелестные высказывания в сторону даже любого народа, это уже экстремизмом считается. Это как начальная стадия, можно сказать, и вообще возбуждение ненависти к какому-то народу или подобное экстремизм. Гимназистов школы Марем в первую очередь просят быть бдительными, особенно во всемирной паутине. Интернет, по мнению старших, это новшество, у которого больше минусов, чем плюсов. Искать ответы на религиозные вопросы в просторах глобальной сети нет никакой необходимости. Старшие дают молодежи самый важный совет – хорошо учиться и не огорчать своих родителей. Эти истины у ингушей всегда были в числе главных заветов. Подобные встречи проходят не только в школах. В Управлении по делам религии при главе Ингушетии разработан план, согласно которому профилактические беседы проводят также со студентами СУЗов и вуза. Организаторы надеются, что однажды они будут проводиться совсем по другим причинам. Не из необходимости сохранить нашу молодежь от вовлечения в НВФ, а из желания просто побеседовать и поделиться опытом с представителями старшего поколения. Ведь именно на таких встречах молодым людям могут дать полезные советы, которые обязательно пригодятся в жизни. ده له قرآن ده از ادم جن حق الله ده حسين غلط ده وني حق الله ده يو ادم جن اتسمع فت يعني شو ده هذا ودين شو باخش بول بولنا خ شو اشت ده ضد دولش دول هم قاچش دش بولش سودا لاخش بولش هم يعني بيش بولش باخ بيزه ما عندت. Угроза навязывания экстремистских взглядов поджидает молодежь буквально на каждом шагу. Главный способ помочь – вовремя остановить, поняв, что молодой человек стал жертвой вербовки террористов. Возвращать к мирной жизни тех, кто ввязался с боевиками, но вовремя опомнился, помогает адаптационная комиссия. В этом году ей удалось спасти немало молодых людей. Еще не так давно на территории Турции спецслужбами были задержаны наши земляки, собиравшиеся примкнуть к запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ. Их депортировали обратно на родину. И это далеко не худший сценарий, вряд ли сравнимый с судьбой тех, кто, поверив пропаганде, все-таки пошел по неправильной дороге и уже никогда не вернется. А начинается все с экстремистских публикаций в социальных сетях. Терроризм – это самое большое зло по своему ужасу, по своему масштабу.
оно сильно прогрессирует в настоящее время. Гибнут тысячи невинных людей, а именно дети, старики, женщины беззащитные. Сотни молодых людей становятся заложниками. Молодежь должна быть бдительной. Вербовщики действуют повсюду, обещая рай, рассказывая об избранности своих лидеров. У террористов всегда найдется подходящая сказка и для девушек, которым пообещают счастливую жизнь, и для молодых людей, которым предложат награду от Всевышнего. Главное не поддаваться чуждой идеологии и помнить, что ислам – религия мира. Фанатизм в любых его проявлениях неприемлем ни в исламе, ни в других религиях. В подтверждении каждому сказанному слову представители духовенства приводят отрывки из Священного Писания и советуют молодым людям не черпать знания о религии из недостоверных источников. Впрочем, и сами ребята это отлично понимают. Сейчас у всех есть доступ в интернет, и нельзя в интернете разные высказывания, там какие-нибудь матерные и всякое такое. Смуту сеять. Найти свое место в жизни, заняться любимым делом или быть убитым и похороненным в чужой земле за чужие и непонятные идеи. Тут главное сделать правильный выбор. Терроризм и экстремизм и есть то зло, разжигающее национальную, религиозную и социальную ненависть. Сегодня это общемировая проблема, а значит и решать ее нужно всем миром. Бандиты, террористы, боевики, большинство молодых людей, попавших под подполье, умело манипулируют, внушая, что только они живут на этом свете правильно и обязаны заставить всех остальных жить так же. Экстремизм – это одна из отраслей, на мой взгляд, терроризма. Потому что экстремизм, эти люди прибегают к совершению террористических актов для осуществления своих каких-то целей. Недостаточное знание вопросов религии или искаженная ее трактовка под влиянием манипуляторов и приводит к вербовке молодых людей, что называется силами извне, как оказаться не втянутым в эту паутину заблуждений. В сегодняшнем мире экстремизм – одна из наиболее опасных проблем. Именно молодежь является главной целью вербовщиков экстремистского толка. Одним из действенных способов борьбы с этим – профилактические встречи молодежи с имамами и религиозными деятелями, которые, будучи компетентны в религиозных вопросах, учат ребят осторожности при общении с незнакомцами в интернете. Опыт показывает, что сейчас молодежь лучше понимает, что тот же ИГИЛ является распространителем экстремистской идеологии и уже не реагирует на призывы вербовщиков участвовать в сирийской войне. Теперь главное поддержать этот успех. Сейчас молодые люди разделяются по различным религиозным течениям, что в итоге тоже может привести к конфликтам между ними. Но ислам – религия мира, в которой нет места распрям и ссорам, особенно на почве религии. И хорошо, что ребята прислушиваются, понять, что хорошо, а что плохо, сегодня все легче. Главное для даже мусульман, для всего человека – это радость своих родителей, потому что для родителей потеря любого сына, дочки – это очень плохо, потому что большая потеря. Каждый человек для маленькой Ингушетии на вес золота, потому что нужно дорожить своими жизнями и, конечно, здоровьем своих близких, которые часто страдают из-за необдуманных поступков молодежи. А люди, которым необходимо набрать пушечное мясо, обманом и красивыми словами пытаются играть на юношеском максимализме. Не превращай свою жизнь в бессмысленную пустоту. Не стань машиной разрушения.